Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии отметили День памяти защитников Отечества. Завершился цикл тренингов для воспитателей детских садов столицы. В Сухуми прошла однодневная выставка картин художницы Ольги Зелинской. «14 августа в Абхазии отметили День памяти защитников Отечества. В этот день, 32 года назад, войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию нашей республики. Началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней и ночей. Война, которая унесла жизни тысяч сыновей и дочерей Абхазии, Северного Кавказа, Юга России, представителей зарубежной диаспоры. Сегодня по всей республике прошли памятные мероприятия. В Сухуми с утра в Парке Славы прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Цветы также были возложены к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Ишера. 14 августа для жителей Абхазии навсегда останется кровавой датой в календаре. Тогда, в августе 92-го, в небе над Сухумом появился грузинский вертолет, который вмиг разрушил планы и мечты мирных жителей. Ежегодно с утра в этот день к мемориалу погибших в Парке Славы и к памятнику первого президента Абхазии в Ишере стягиваются люди со всех районов страны, чтобы почтить память тех, кто отдал жизни за Родину. Память героев у мемориала в Парке Славы и первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Республике Абхазия Олег Бациев, члены правительства, депутаты парламента, ветераны войны, военнослужащие абхазской армии, добровольцы, общественность. Первыми цветы возлагают матери погибших защитников Родины, те, кто давал силу, ждал, верил и надеялся. В те жаркие августовские дни воздух был накален не только от зноя, но и от напряжения и тревоги. Несмотря на то, что это был курортный сезон и в республике отдыхали сотни туристов, а местные жители строили планы, многие из них все же предчувствовали, что должно случиться что-то страшное. Но то, что все произойдет так быстро и неожиданно, никто не предполагал. Это была обычная пятница 92-го, которая вмиг превратилась в кровавую. Над переполненным Сухумским пляжем неожиданно появился вертолет. Уже через мгновение по отдыхавшим на берегу людям ударил свинцовый град. Это были войска Госсовета Грузии. Самый черный день нашей жизни. Вы знаете, в этот день, это была пятница, но я дома была. И на втором этаже дома сидела, и я услышала калитку, кто-то пришел, родственник. А сестра моя, муж ее военный был, тогда он был в военкомате в Гудаутском, Чеде, если помните, этот Засимович Леонтий. Я услышала разговор, и вдруг вот это возглас. Я думаю, все, у меня что-то мурашки пошли по коже, думаю, что-то ужасное. Вот это воздух витал, вот это само вот обстановка у нас и без того не лучшая была с грузинами. И вот какое-то ожидание было, вот у нас, правда, никто это не говорил, но вот это все. Я что-то почувствовала, выскочила, я говорю, что там? Она, сестра, все так стоит. И я говорю, что случилось? Пришли, говорит, пришли. Я поняла, о чем речь и о ком речь идет. Война началась. До 14 августа Изольда Пиля работала заведующей в детском саду и экскурсоводом в Гудаутском бюро путешествий. С первых дней войны помогала в тылу, после записалась в медсанбат. Естественно, дома я не сказала. Я даже не знала, как-то в разговоре девочки пришли, говорят, вы знаете, там, говорят, мы записались. Куда? Вот так. Хорошо, я тихо вышла и побежала. И эта комиссия уже закрыла все, и я залетаю. Что, говорит, хочешь?
Но зять мой сделал видимость, что он меня не знает. Я официально так бы, может, и не разрешил бы, или не знаю, какая реакция была. Я говорю, запишите меня, я тоже иду. С первого дня войны начались грабежи, зверские убийства и насилие. Ведь ворвавшиеся в Абхазию грузинские войска были группами мародеров и преступников. А главным планом этой операции «Абхазия без абхазов» на защиту Родины встали сотни сынов и дочерей Апсны. Кавалера ордена Леона, сегодня секретаря Совета Безопасности Рауля Лоло, война застала 16-летним юношей. Несмотря на возраст, он сразу же взял в руки оружие и отправился на фронт. Помню, как наш народ молниеносно начали собираться в своих городах, выходить на нашу республиканскую трассу, формировать группы и выдвигаться в места, где уже грузинские вооруженные силы начали продвижение вдоль нашей республиканской трассы. Это Красный мост. Это то место, где собрались наши силы. Конечно же, не было оружия, не было боеприпасов, но самое главное, не было страха. Вот это отмечалось точно. И все, кто имел какие-то навыки, какие-то профессиональные качества, они уже становились на месте командирами. Впереди у нас был очень сложный год, но достойно наш народ выдержал, достойно наш народ выстоял весь этот год. Опять же, хочется отметить консолидацию. Нас всех сплотил наш общий враг. Общий враг, который беспощадно, вероломно зашел на нашу территорию, не объявляя войну, не говоря о том, что не предъявляя никакие ультиматумы, ничего. Просто перешли нашу границу и начали захватывать наши города, убивать наших жителей, наших граждан. И наш многонациональный народ сплотился, стал друг с другом. Помогать абхазскому народу на второй день войны горными тропами через перевалы прибыли добровольцы из Северного Кавказа и Юга России. Это было масштабное добровольческое движение. В одной группе шли люди разных национальностей и вероисповеданий, но их объединяла одна цель – защита Апсны. Доброволец из Кабардино-Балкарии Хусейн Кажаров вспоминает, что все стойко верили в победу, но уверенности в том, что каждый из них вернется живым после очередного боя, не было. В каждом бою никто не уверен был, что завтрашний день или секунда доживет до конца. Но мы были уверены, что мы победим, абхазский народ победит. Это были уверены с первых дней. И долгожданная победа была одержана после череды кровопролитных наступлений, операций и потерь. 30 сентября 1993 года враг бежал. Так провалился главный план грузинских оккупантов «Абхазия без абхазов». Гугу Савардания, Рамо Камке, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба обратился к народу в связи с 32-й годовщиной начала Отечественной войны. Сегодня мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках защищал Родину и трудился в тылу, отдавая все силы для приближения победы. С болью скорбим обо всех не вернувшихся с полей сражений, о тех, кто ушел из жизни от ран. Горечь этих утрат всегда будет в наших сердцах, отмечается в обращении спикера парламента. 14 августа в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Шамба и председателя Союза абхазских добровольцев Республики Северная Осетия Аланя Игоря Кокоева. От имени главы Республики Северная Осетия Аланя Сергея Миняйла Игорь Кокоев наградил Сергея Шамба медалью во славу Осетии. Сергей Шамба поблагодарил за награду и отметил, что братским республикам необходимо развивать и укреплять отношения. 14 августа – особая дата в истории нашего народа. В этот день на мирную, утопающую в зелени и цветах республику в разгар курортного сезона вероломно напали войска Госсовета Грузии. С тех пор прошло 32 года. Выросло целое поколение, но Сухум еще помнит тот страшный день. Что значит дата 14 августа для жителей столицы? Заур Кварчи пообщался с горожанами. Набережная пустая, Амра пустая, никого, ничего нету. Я, честно говоря, не совсем понял, в чем дело. Обратно шел,
И вот здесь мой друг жил, бедный Левар Сабутова, вот здесь за углом буквально. Зашел по пути к ним, пока кофе то да сё, и вдруг по телевизору слышим, Владислав обращается к населению, война и так далее, и так далее. Это было где-то, наверное, около 12. Автоматов было совсем мало. Да и в тот день, и в первые дни войны, и полгода или половина срока войны, ну, по крайней мере, до Нового года. Тот, кто имел автомат, для нас это был вооружен до зубов. Так мы считали. Ну что, как танк взяли, помню, как подбили, как наши девочки Мзия, Бея, с этими, как под обстрелами, с носилками бежали, раненых тащили. Сергей Васильевич Багапш, видимо, переговоры там были, они пешком переходили через Анклаб, Александр Золотинскевич, кто-то еще были, сейчас я не помню. Они на переговорах там были. Вот так начался мой день. Первое я не услышал, а увидел. В окно посмотрел, смотрю, все бегут и магазины много покупают. Ну, что осталось, это там, рис там, или там вермишель, все покупают. Я говорю, а в чем дело, почему? Вот, такие запасы. Да война началась. Как война? Вот, это так неожиданно лично для меня было. Автомат вот где-то стрелял, потом, правда, уже выстрелы были. И думаю, что это пуля обязательно в тебя попадет. Вот такое было ужасное было, конечно, ощущение. جيب ساعات خبرزي ساعات بس كلوت صناعي. هتجي شيء هم منظر التلفزيون ولا إيه صرحي تمشين كورسونيز بيد كلوتا أبو بتارتون يغل يسحن هاي بشريالة قدر يوسس خمسة يضربها وهي تعبر وديو هاي بشرا إنها حوس الجنس بشرا يحاحخيت ويغل زيتساز أو أريان صحا أي بشرا احتقلي أحوروه ديو راين خوزن ساك وكي يحضرونك شغل وزيو برد بيقن أخاص يار وسني حكيت زمزة خناس حزقي وياشو حاري هاي وسقني حطو زي جابي جيش بسكسا يقع تحسن دروشي حق أو ديو دا حدوكل دوسي قوب راح تشيد حكونا خا حشبغو زي بشرد حقت حقن وسقن در حاجة خري حوان ارت أم تشكا شيء كتر سنة يحيق أو حدار زم بغد زوب حازق حرقيت حكشكجية جيت تحتجية جيت كراسي موش جوك سيد جوك سيحبيت الشرق يتصون أخي سيد سرقون سنين تشايتكنا سناي رحيت ولسامة وبرخ رحيت ونوفريون وبرح قورو برحيت جيب شرزهن мне чадара профилактика гяху брамашина коги Запорожец сыман рецхабрей наганы и кнахай нас заур джоти фарзен бе якунус княз кисавра хирло сандая хансин снин هي بشريالك أخص بيج كوجونم نا أتصح أبشر سنة أمشين زمو بابصال دب جراعة توبر حناس من السبروج ساقطن أمرخ صوحة وجي وحبجانخة وسي جازر يا بس أو جز بس وعبري أكرت شهر حربجري جحي بتأخذ زمها حرتأخذ قد زمها حرتأخذ قد زمها حق أمزرو بيرتخوا بس الخياك من درجة سامز الخير خياك من درجة علي. Президиум Академии наук Абхазии выбрал нового директора Института экономики и права. Им стала кандидат юридических наук, доцент Фатима Камки. Решение принято в связи с безвременным уходом из жизни Заура Шалаша, возглавлявшего институт с 2017 года. Фатима Камки является профессором Российской академии естествознания. Также она является членом ученого совета Сочинского института РУДН. Стаж научно-педагогической работы составляет свыше 30 лет, в том числе стаж педагогической работы
в высших учебных заведениях 33 года. Регулярно участвует в российских и региональных научно-методических конференциях, являясь автором более 50 научных работ, а также является организатором более 15 всероссийских и межвузовских научно-практических конференций, круглых столов, встреч с известными учеными. Она автор множества трудов, посвященных вопросам истории, государства и права Абхазии, становлению и развитию правовой системы Республики Абхазия. Я хочу, конечно, поблагодарить за оказанную честь, что коллектив поддержал в инициативе мою кандидатуру. Я понимаю, конечно, что это очень ответственно и очень сложно. В процессе подготовки к данной встрече я еще раз просмотрела то, чем занимался институт за свою очень краткую биографию с 2015 года, с 9 ноября. И хочу сказать, что также осознаю, безусловно, что надо обозначить в качестве направления деятельности, сохранения преемственности и решения тех задач, которые были поставлены первым руководителем, бесспорно уважаемым всеми нами. Я думаю, мы лично были тоже знакомы, знаю деятельность Заура Ивановича Шалашава. Изучая тематику научных и направлений научной деятельности, хочу сказать, что некий крен в сторону экономической проблематики, безусловно, имел место. Ну и это понятно. И также я понимаю, что с этой точки зрения, очевидно, надо будет усилить направление в сфере правовых исследований. Огромные молодцы, просто также совершенно очевидно, понятно, что 3 кандидатские диссертации за такой короткий срок – это заявка серьезная на создание научной школы. И сохраняя эти достижения, я вижу в качестве одной из основных задач – это именно защита кандидатских диссертаций на актуальные темы в сфере права. Следственный отдел службы госбезопасности возбудил уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Подробности в материале пресс-службы СГБ. 7 августа 2024 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками СГБ Республики совместно с УКОН МВД Республики в районе села Тамыша Чимчирского района был задержан житель города Сухум Квикискири Сурам Джункович, 1985 года рождения, который был доставлен для проведения дальнейших мероприятий в здание СГБ Республики. При личном досмотре у Квикискири были обнаружены 27 заизолированных свертка со светлым веществом, которые, со слов Квикискири, были предназначены для осуществления тайных закладок с целью дальнейшего сбыта. Сурам Квикискири, вам задается вопрос, с какой целью вы хранили при себе данные свертки? Вы какое-то вознаграждение за это получаете? Да. Какое? Зависит от того, сколько ты положишь. Сколько вы должны были получить? 200 тысяч. 200 тысяч рублей? Да. Задержанный вступил в преступную связь с неустановленными организаторами наркоканала под названием «Фрукт». Сурам. Наверху положил отчет. Где? На кладбище. На кладбище? Вы улицу знаете точно? Либо готовы указать так? Готов указать. Готовы указать. В ходе обследования участка местности с участием Квикискири по улице Аланская в городе Сухум были обнаружены места тайных закладок, сделанных им ранее, а также при обследовании автотранспорта, принадлежащего задержанному, были обнаружены 2 заизолированных свертка со светлым веществом. В соответствии с заключением ЭКЦ МВД Республики Абхазия, изъятое вещество является наркотическим средством метадон, общая масса которого составляет 56,065 граммов, что является особо крупным размером. В отношении Квикискири следственным отделом СГБ Республики Абхазия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных пунктом В части 3 статьи 224 и пунктом В части 3 статьи 224 УК Республики Абхазия приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
В минувший вторник в Сухуми завершился 4-дневный цикл тренингов для воспитателей детских садов столицы. Тренинг провели в детском саду «Родничок». Тренинги проводятся в дошкольных учреждениях Абхазии в рамках проекта Минпросвещения «Современный детский сад», который был одобрен президентом Асланом Бжания. Подробности в репортаже Ульяны Рожковой. Проект учебной программы дошкольного образования Абхазии «Современный детский сад» был введен относительно недавно. Создан он для педагогов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений всех районов нашей республики. Ведь дошкольное образование – это неотъемлемая часть становления личности ребенка. В современном мире и в работе с детьми появляется много новых методик и новшеств. Повышение квалификации для воспитателей провели в виде практических тренингов. Только вот внедрили внедряем эту программу. И первые шаги у нас это, конечно, подготовка наших воспитателей и методистов. Вот мы начали с города Сухум. Честно сказать, у нас были опасения. Сейчас, вы знаете, каникулярное время, многие в отпусках. Но все 4 дня настолько активно проходили. И количество участников вот этих тренингов увеличивалось изо дня в день. Это показывает то, что запрос к переменам в системе именно образования, именно в дошкольном звене есть запрос. И не только в дошкольном звено, это вообще в целом система образования. Но именно дошкольная и начальная школа, это, конечно, это краеугольный камень нашей образовательной системы. Целью дошкольного образования является воспитание и обучение детей на основе нравственных ценностей абхазского народа. Знание родного языка – это первоначальный этап в развитии ребенка. Как поделилась заместитель министра просвещения Ада Кварчелия, у воспитателей детских садов хороший и достойный уровень владения родным языком. Но проблема незнания детьми родного языка заключается в методике образования. Как признаются сами воспитатели и методисты, программу ждали давно и в восторге от проводимых тренингов. Вся программа на самом деле очень интересная, она более какая-то облегченная. Если у нас были какие-то стандарты на протяжении стольких лет, сейчас мы можем поменять и облегчить для детей, и больше акцент делается на том, что дети больше будут разговаривать с нами. Хотят они этого или не хотят, это все приведет к тому, что они, не хотя и не думая даже об этом, будут с нами выходить на контакт. То есть больше игр? Больше игр, больше каких-то изъявлений своих эмоций, своих настроений. И вот это все будет способствовать тому, что дети будут больше общаться. Я так считаю. Для воспитателей дошкольных учреждений города Сухум участие в тренинге стало полезным опытом в получении новых знаний. Полностью внедрить новую программу планируют в течение года. В ближайшем будущем такие тренинги будут проводиться в Гудаутском и Гагрском районах. Ульяна Рожкова, Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуми прошла однодневная выставка картин Ольги Зелинской, выпускницы Абхазского госуниверситета. Художница с 2002 года живет и работает в Москве. За ее плечами не одна персональная экспозиция, но в Абхазии выставка организована впервые. В мир творчества Ольги Зелинской окунулась Алика Трапш. Созерцание. Под таким названием прошла однодневная персональная выставка картин художницы Ольги Зелинской, для творчества которой характерны духовно-эмоциональные, глобальные, символические мотивы. На выставке были представлены 12 работ, написанных в разные годы. Тематика интересов художницы необычайно широка. Вопросы философии, психоанализа, эзотерики – все это отражено в ее картинах. По словам Ольги Зелинской, она давно мечтала о персональной выставке на родине. И, наконец, ее мечта осуществилась. Я взяла какие-то ключевые работы, да, чтобы показать, что я пишу животных, птиц, натюрморты, сфинксов, свою любимую тему. И показать то, что мне, в принципе, далось. Здесь я училась, здесь получала какие-то знания, кроме преподавателей в АГУ и вообще в училище. Меня учили камни, море и эвкалипты, живописи. И я хотела создать такую экспозицию, чтобы показать разные периоды своей жизни. Ольга Зелинская окончила Сухумское художественное училище ИАГУ по специальности живопись. С 2002 года живет в Москве, работает живописцем и дизайнером интерьеров. Она создала свой неповторимый живописный авторский стиль, которому подвластно образное отражение самых сложных философских, общечеловеческих вопросов. В трактовке художницы женщина наделена божественной силой Создателя и Родителя всего сущего.
сейчас, попав на выставку, я просто удивилась многогранности. То есть, да, у подруги у моей там несколько работ, я их изучила, все, а тут я вижу, вот там плетет нити женщина. Я вообще даже описание сфотографировала, потому что у меня прям это макаш, и она действительно плетет нити судьбы, но это какая-то богиня, которую я даже не слышала. То есть это очень познавательно. Это можно мифологию, да, религиозную, какие-то аспекты просто поизучать, пройдись по выставке, по небольшой, но удивительно интересной. И кроме вот этого смысловой нагрузки, они очень красивые. Символические силуэтные портреты поражают своей ностальгической возвышенностью и красотой. Чувственно выписанный женский стан, очаровательные несколько удлиненные руки, вместо глаз прорези венецианских масок. Вокруг калейдоскоп цветных осколков, из которых зрителю предстоит собрать картину происходящего. Во многих работах мистического характера художник пишет неожиданно странную форму черепа, лицо без носа, ноздрей, рта. Все это создает таинство символа, вовлекает зрителя в магический мир непостижимых вселенских цивилизаций. Я очень люблю ее творчество. И вот те тонкие какие-то философские, духовные искания, которые она через свои работы показывает, для меня очень близки и понятны. И мне кажется, во-первых, ее живопись потрясающая. Это невозможно спокойно смотреть. На каждой работе это такое правильное сочетание этих цветов и всегда взрыв вот этот, который не оставляет равнодушным совершенно. Я испытываю особый трепет к котикам, к сфинксам. У меня есть сфинкс, питомец дома, и мне очень нравится, как она их видит и как она их изображает. Ну а из новых работ, которые здесь представлены, вот эта работа, конечно, я сразу тоже к ней пришла, и то, что Оля рассказывала, эмоции меня так сразу раз схватило изнутри, потому что это внутреннее ощущение, все равно неважно, относится к этносу человек, к нашему, или родился здесь с поколения в поколение и живет, ощущение вот этого внутреннего абхазского и предков абхазских родственных этносов, истории, трагедии, которые прошел этот народ, все равно на всех на нас отражается, и это очень важно. Картины Ольги Зелинской обладают большой эстетической ценностью, несут эмоциональный заряд открытия и познания прекрасного. Живопись для меня – это молитва, это мое внутреннее сосредоточение, контакт с моим высшим «я», и это как бы такая, хотелось благодарность какую-то Абхазии, сказать спасибо за то, что я здесь родилась, за то, что я здесь выучилась и стала художником благодаря Абхазии. У Ольги Зелинской за спиной более 30 персональных выставок. Она участница многочисленных коллективных московских и зарубежных экспозиций. Ее картины хранятся в частных коллекциях Абхазии, России и Европы. Альга Трапшнер, Социлукия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционная информация о погоде. В четверг, 15 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 28-32 тепла. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.